Я продолжаю писать карту дня на 28 ноября на понедельник. Вторая часть. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вы зашли на видео, а вам нужны первые 6 знаков, значит вам нужна первая часть. Найти вы ее можете либо на моем канале Таро Дома, также можете оставить запрос в комментарии, да, на ссылочку на первую часть, или просто под видео я всегда оставляю ссылку. Да, то есть самый простой вариант. Под видео нажали, перешли и смотрите свой знак. Смотрим дальше. Весы. 28 ноября, понедельник. События дня. Меня интересуют весы. Лебедь верность показывает. Все хорошо у вас будет в паре. Ну, у тех, у кого есть пара. Пустые разговоры могут быть. Болтовня. Интимная связь. Кровать. Разочарование. Глубокая печаль называется событие. Дорога. Из-за дороги какое-то разочарование. Цыпленка нельзя было, не сказала вам. Любовь. Ну, тут точно все хорошо будет в личной жизни в понедельник. Может быть, даже знакомство в этот день. Да, то есть знакомство, и вы с этим человеком можете стать парой. Да, то есть это не случайный человек может быть. Гости, чашечку нельзя. Здесь нет, здесь нет. Конфликт. 2 меча. Ну, больше я не нашла для вас совпадений. Получается, смотрите, в личной жизни, да, то есть верность, любовь, кровать. Да, то есть тут все отлично. Дальше пустые разговоры, конфликт. То есть, возможно, пустые разговоры закончатся ссорой. Обратите на это внимание. И еще может быть поездка, дорога и какое-то разочарование в этот день. То есть эти события могут быть связаны, могут быть нет. Да, то есть тут сложно сказать. Но точно отдельно проиграется. Ну, то есть, вернее, будет дорога, а будет какое-то разочарование. Может быть, конечно, разочарование после конфликта. Да, то есть вот эти тоже события можно привязать друг к другу. Так что, весы, вот такая информация. Я вам просто называю все события, а вы уже для себя, да, потом поймете, как они у вас скомпоновались. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы, 28 ноября. Понедельник, события дня. Череп, болезнь, плохое самочувствие. Ну, либо в понедельник, может быть, вы планируете заниматься, да, своим здоровьем, там, пойти в больницу,
стоматологию, свидание может быть. Неприятность. Общение с другом. Деловое общение. Так, и горизонтали, вертикали я не увидела. Получается, будете заниматься здоровьем, да, своим в этот день. Может быть приятная встреча, общение с другом, деловое общение и неприятность. Да, вот два минуса: это какая-то неприятность и тема здоровья может подкачать. Ну, неприятность часто проигрывается, мы сами в ней виноваты, да, поэтому ее тоже можно избежать, если быть осторожными в этот день. Так что желаю вам избежать этих неприятностей. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Стрельцы. Двадцать 28 ноября. События дня для Стрельца. Чемодан, разлука, временная разлука. Возможно, вы куда-то с чемоданом отправитесь. Конвертик. Конвертик, кстати, может проигрываться как документ, билет, паспорт. То есть, когда мы держим на руках какой-то документ. Якорь. Угу. Якорь. Прибытие. Приехали, бросили якорь. Удача. Приглашение нельзя. Тайная какая-то встреча. Тайное свидание. Угу. Смотрите, и тайна показывает замок. А тайна открывается. Да? То есть то, что должно было быть для вас тайной, в этот день, ну, откроется. Перестанет быть тайной. Змея. Общение с человеком, у которого длинный злой язык. Но иногда еще, да, вот проигрывается как просто человек, связанный с медициной, человек по году рождения. Змея. Человек просто по внешности, да, вот похож на змейку. Время нельзя. Шарики нельзя. Гости можно. Чашечка. Смотрите, гости. Тайная встреча в гостях. Очень может быть, да, что вы с чемоданом, ну, то есть разлука может показывать, например, после этого свидания разлука. Как вариант, вот так еще, да, то есть якорь. Приехали в гости, да, на какую-то тайную встречу. Тайна. Получается дальше конверт какое-то получение.
подкова, удача, разлука и общение со змеей в этот день. Но у вас здесь очень много событий указывает на то, да, на вот эту встречу в гостях. Несколько событий. И похоже, это будет какая-то тайная встреча. Вы то ли никому не расскажете, что она состоится, скроете от других. Как-то так. В общем, у вас тут целый детектив какой-то получается. Тайные свидания, гости, чемоданы. В общем, очень интересно, стрельцы. Вы проведете понедельник. Благодарю за внимание и перехожу к козерожкам. Так, козероги, смотрим, что у вас. 28 ноября. Понедельник. События дня для козерогов. Цыпленок. Общение с семьей, с детьми. Может быть, в понедельник. Надежда. Удача. Приглашение. Рыбу нельзя. Друга нельзя. И здесь нет. Получается 4 события я у вас нашла. Надежда, общение с семьей, с детьми, приглашение и удача на вашей стороне в этот день. Да, то есть все события очень хорошие. Показывает так, что у вас понедельник должен пройти на позитиве. Благодарю за внимание, и я перехожу к водолеям. Смотрим, водолеи. 28 ноября. Понедельник. События дня меня интересуют. Солнышко, радость. У вас будет точно хорошее настроение в понедельник. Событие может быть какое-то в этот день. Победа. Ну, может быть, победа, выигрыш, результат, успех какой-то. Ну, это обычно связано с работой, с делами. Часики. Будильник на определенное время. То есть событие назначено на определенное время. Будильник всегда показывает, что мы торопимся, спешим, не успеваем. Так что контролируйте время в течение дня. Новость. Вы можете получить какую-то информацию, она придет в электронном виде. То есть это обычно там либо смс-ка на электронную почту, на телефон. Хорошие новости показывает. Да, то есть новость хорошая. Шарики уточнили, какая.
Возможно, новость о победе. Да, то есть придет информация о том, что там, да, вы получили какой-то результат хороший. Любовь. Тайная встреча. Тайное свидание на определенное время. И верность. Пара. Может быть, смотрите, событие связано с парой. Да, у вас в паре какое-то событие. И вы себе решили устроить свидание. В общем, смотрите, что получается. Я просто называю, да, то есть вы для себя уже сделаете выводы, подходит вам это или нет. Радость, да, то есть хорошее настроение точно будет. Может быть, событие. Пара показывает гармоничные отношения, любовь, да, плюс еще 2 сердца. То есть точно в личной жизни все хорошо. Может быть, знакомство в этот день. Тайное свидание, встреча какая-то, хорошие новости. Следите за временем. Вот единственный минус, вам надо не опоздать. Да, то есть будильник показывает, что вы можете торопиться. Победа, и приходит информация. И информация будет хорошей. В общем, вот такой у вас замечательный день. Единственный минус у вас — это будильник. Да, то есть, возможно, вы будете спешить на это свидание, на это событие. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу я к рыбкам. У нас остались рыбки. Так, рыбки. Смотрим. 28 ноября. 28 ноября, рыбки. Понедельник, события дня. Смотрим, рыбки. Болезнь, может быть плохое самочувствие. Я когда мешала, у меня карты постоянно перекручиваются, валятся, падают. Это, вы знаете, как будто валится все из рук. Вот такое может быть состояние. Луна нельзя. Кораблик нельзя. Неприятность. Ну, неприятность действительно может быть, потому что я уже по перемешиванию карт вижу, да, как пройдет день. Какая-то суматоха, суета такое, вот знаете. А в этой суматохе как раз неприятности очень легко, да, вот происходят. Дорогу нельзя. Кстати, когда карты падают, это дорога. Да, смотрите, дороги помешала сложиться неприятность. Возможно, вы будете планировать какую-то поездку, или будет, допустим, поездка, да, и она не сможет состояться, или произойдет в поездке какая-то неприятность. Вот может еще так проиграться. Корона. Представитель закона власти, да, то есть какой-то влиятельный человек, с ним будет общение. Скользкое дело, рыба. Обман, хитрость. Причем, смотрите, рыбу можно и с этой стороны, да, положить. Еще я пропустила весть мгновенную. То есть очень похоже, что это будет одна история. Да, то есть неприятность. Неприятность какая? Карты мне показывают. Обман, скользкое дело. Втягивает в какую-то неприятную ситуацию. Возможно, через информацию, через новость. Ну, какая-то неправдивая информация. Может быть, еще смс-ка. Да, например, там, не знаю, от мошенников. То есть вам надо быть осторожными в этот день.
Так, и здесь нет. Получается, плохое самочувствие может быть, общение с каким-то влиятельным человеком, неприятность, махинации, скользкое дело и приход информации в электронном виде. Но я думаю, что вот эта информация, она как раз будет ложной по рыбе и создаст вам неприятности. Так что будьте осторожны, рыбки, в понедельник. Всю информацию перепроверяйте, которая к вам приходит. Не доверяйте никому в этот день, потому что рыба показывает, могут обмануть. И, возможно, потом придется обращаться, да, вот к каким-то, скажем так, да, людям в форме, чтобы они решили вот эти ваши неприятности. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.